В России есть такое понятие «плата за воздух». Оно всегда означает что-то абсурдное или дикое. Такое же, как, например, плата за солнечный свет или, к примеру, плата за снег, по которому мы ходим. В нашем материале это выражение приобретает еще более искаженную и нелепую форму. Плата за воздух превращается в плату за воздух, которого нет. Как выглядит пустота? Об этом точно знают казанские рестораторы. Сначала из-за пандемии пусто было в их контейнерах, потом после карантина в карманах. Теперь же региональный оператор пытается взыскать того, чего нет, за работу, которую он не делал. Весь апрель, май и середину июня контейнеры эти стояли абсолютно пустые, никакого мусора здесь не было, потому что ресторан полностью стоял закрытый. Мусор не накапливался, не складировался и не вывозился. Обо всем по порядку. Кафе и рестораны закрылись в марте, а открылись в июле. Причем не все, а те, у которых была летняя веранда. Большинство предпринимателей уведомили оператора о своем простое. Оператор принял к сведению. Машины за 3 месяца за отсутствующим мусором ни разу не приезжали. Действительно, зачем делать лишнюю работу? Но не лишним посчитали выставить счет на вполне реальную сумму. По данному объекту, в котором мы сейчас находимся, здесь сумма задолженности 55 784 рубля, которую они нам выставляют, что если мы ее не оплатим, они на нас подадут в суд. Но по нашим данным, эта сумма должна быть как минимум на 20 тысяч меньше. Все наши партнеры, получается, пошли навстречу. Арендодатели не выставляли счета за аренду, то есть не выставляли счета ни за какие услуги, то, что мы их не получали. Но получается, что данная организация по ЖКХ, они не то, что, я не знаю даже как сказать, не хотят нести убытки, а получается, что они нас еще и заработать хотят. Управляющая компания по ЖКХ недоумевает. Не надо путать мягкое с теплым. Это не мы, это федеральный закон. Есть договор, и в нем ни слова про форс-мажорные обстоятельства. К тому же пандемия не была приравнена к ЧС. Предприниматели пытались договориться, мол, тяжелое время для всех, на уступки идут даже арендаторы, готовы заплатить хотя бы половину. Но по ЖКХ не уступила ни рубля и собирается выбивать долги через суд. А когда устанавливается единый оператор и нет возможности уйти к другим, то, конечно же, они чувствуют себя намного увереннее. Мы вот, когда гости к нам не приходят, мы переживаем и думаем, как бы вернуть каждого гостя, потому что конкуренция большая, и мы за каждого гостя болеем, да, и боремся, наверное, внутри себя. Эта монополия породила полную анархию, считают представители бизнеса. А все дело в мусорной реформе. Тянется она с 2014 года. Сначала появились региональные операторы, потом установленные тарифы, которые складываются теперь из количества посадочных мест. Казанские предприниматели обратились в исполком, но у мэрии связаны руки. Проблемы с управляющей компанией были и до пандемии. Год назад мы уже снимали репортаж про горы мусорной безответственности. Здесь, по сути, должен просто быть коридор, но тут склад коробок, он уже длится очень давно, которые должны были вывести как бы и недавно, и месяц назад подавали заявки, которые пропускали, ребята не приезжали, с которыми договор составлен тоже давно. Также вот здесь все складируется, весь мусор картонный. Это сколько вообще времени, получается, у вас тут? Это много, очень много. Гора. Да, гора горой. Тогда директор компании Сергей Богатов сделал вид, что ничего не знает о проблеме, но все же ответил. На этот раз уклонился от прямых встреч. Ведомство обещало прислать официальный ответ, но за неделю мы так его и не дождались. На сторону предпринимателей встала антимонопольная служба, которая углядела в деятельности управляющей компании нарушения и издали приказ о возбуждении дела еще в августе. Но история пока ничем не закончилась. В настоящее время дело ведется, факты все проверяются. Нам необходимо собрать информацию о том, действительно ли осуществлялись ли выезды со стороны регионального оператора. Если же рекоператор заявку не получает, не выезжает, но рассчитывает платеж по нормативу и не перерасчитывает его, на наш взгляд, здесь есть признаки нарушения. Дело даже дошло до президента. Рустам Минниханов поручил Министерству строительства и ЖКХ разобраться.
Ведомство вопрос прорабатывает и собирается произвести замеры, чтобы сделать перерасчет. Однако процесс этот не быстрый и может затянуться даже на год. За это время, скорее всего, бизнес уже проиграет все суды, либо просто заплатит добровольно. Кстати, именно так уже сделали многие те, кто устал бороться. Мы пока держимся. Те, кто уже вот устали, да, у кого есть хоть какая-то возможность, я думаю, что они, скорее всего, заплатят, и чтобы забыть это. Но, понимаете, если мы сейчас закроем глаза на это, мы же не знаем, что завтра произойдет. У нас сейчас вообще ситуация непредсказуема, а дальше еще большие долги мы накопим. Вот сейчас тоже спад, а у нас опять по нормативам идет расчет. Можно ли назвать эту плату за воздух такой уж абсурдной? Мы все привыкли к тому, что зачастую платим за вещи или услуги, которыми не пользуемся. А в сфере коммунальных платежей такие графы, как антенна, радиоточка или прочие расходы, вообще норма. Но если отвечать на вопрос, как выглядит эта пустота, вот так и выглядит. Кризисное время, которое должно объединять, почему-то разобщает. И как ее заполнить, если внутри она же? Диляра Исупова, Роман Безменов, Андрей Ключников, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.